Сносить нельзя, реконструировать. Запятые в этом предложении в межадрском хозяйстве расставляли долго и все же приняли решение реконструировать. Места в заброшенных помещениях хватит для 200 буренок. На обновленной ферме установят автоматическую систему кормления и доения. Объемы реконструкции оценил и вице-премьер Коми. Анатолий Князев заверил, профильное ведомство готово оказать поддержку в реализации этого проекта. Готовы в этом году запустить этот коровник в работу, другого не дано. Вот мы обсуждали руководителем хозяйства. И строительная компания, которая работает, она проверенная, она работала при Лузе на южном объекте, хозяйство южное. Они уже доказали, показали, я думаю, что не подведут. Впрочем, в хозяйстве надеются не только на помощь республики, но и на другие источники финансирования. Остается подготовить документы, и здесь нужно поторопиться. Надеюсь попасть в российскую субсидию, надеюсь вот по конкурсу пройти. И надеюсь, ну и на свои силы, конечно. Ну, придется взять кредит. С этим вот мы не любим этого делать, но, видимо, без этого не обойтись в этом году. Надеюсь попасть вот под эти льготные кредиты, с маленькой процентной ставкой. Так повезет, как успеем. Для получения поддержки из регионального бюджета в Межадре все готово. Осталось дождаться результатов конкурса. Проводят его в 2 этапа. Заявки от активных фермеров ждут до 21 августа. На втором этапе регионального конкурса инвестиционных проектов конкуренция серьезная. Кроме аграриев из Межадра на субсидию претендуют еще как минимум 4 хозяйства. У каждого должен быть готовый проект и разрешение на строительство. Общая сумма поддержки больше 10 миллионов рублей. Виктория Палкина, Роман Боровиков, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрга.